С вами журналист Олег Желнин. Я нахожусь на 202-м квартале на Кубке водоканала. Он уже проводится 6-й раз, посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а также день рождения водоканала, которому исполнилось 84 года. Победу, конечно же, одержал советский народ во главе Иосифом Виссарионовичем Сталиным. То, что я сегодня одел футболку СССР, это знаменательно. Тем более я родился при Советском Союзе, учился при Советском Союзе, в том числе и в высшем учебном заведении учился, в армии служил при Советском Союзе и работать начал при Советском Союзе. И считаю, что, несмотря ни на что, Советский Союз, я считаю, прародиной России. Надо помнить, и ведь мы же прекрасно понимаем, те, кто хорошо знают свою историю, у них есть будущее. И никогда не надо забывать об этом. Действительно, спортсменов более 480, потому что участвуют даже без номеров. Но на самом деле здесь очень много народу, более 2000 человек. Главным спонсором Кубка водоканала является Газпромбанк. Помогает ВТБ банк, а также СПХ Якутия и, конечно, сам водоканал. Кубок водоканала считается первым календарным соревнованием на улице. Поэтому здесь у нас все бегуны есть, и начиная от мастеров спорта, кандидатов, заканчивая маститыми нашими бегунами, международниками. Они друг другу вызывают на дуэль, там, друг другу кидают перчатки. То есть это само по себе, вот эта атмосфера, дух соревновательства говорит о том, что будущее есть. И мы, конечно же, максимально стараемся создать удобства. В прошлом году очень многие на улице замерзали, и с учетом этого мы добавили палатки, чтобы люди могли спокойно обогреться, да? Концертную программу расширили, чтобы людям было интересно, чтобы они после своей дистанции не уехали, а болели там за другие дистанции и так далее. Да? Все живут вот этим чувством вот этого весеннего, бегового, спортивного праздника. Очень приятно участвовать в таком грандиозном мероприятии, тем более и день рождения водоканала, поэтому мы очень рады, и мне очень приятно самому лично поучаствовать, проверить свои силы. Но разница по погоде достаточно большая, я из Новосибирска, и там уже плюсовая температура стоит. Здесь, конечно, бодрит, свежо. У нас есть, конечно, забеги, но это в основном лыжня, а чтобы был такой легкоатлетический забег, еще и на холоде, зимой такого у нас нет. Интересно, конечно, это такой неповторимый опыт, потому что нигде такого нет. Я, по крайней мере, не знаю, где такое второй есть кубок или забег, поэтому очень интересно поучаствовать. 3, 2, 1. Ты сама бегаешь? Легко бегать или тяжело? Если долго и быстро, то тяжело. Если просто бегать, то хорошо. Ну, во-первых, это, конечно, здоровье. Как говорится, мне вот сейчас 65. Вроде нормально бегаю еще, здоров. Ни на что не жалуюсь. А так-то, конечно, не значит, что чем меньше километраж, тем лучше. 3 километра, допустим, я бы не смог пробежать тяжелой дистанции. Лучше 9. Но чем человек возрастнее, тем у него скоростные качества теряются. Соответственно, на короткие дистанции бегать уже невозможно. Поэтому марафонцы в основном, тут только, как говорится, возрастные бегуны, они бегают марафон в основном. На короткие дистанции не бегают. На стайерские, спринтерские дистанции там нужна взрывная сила. А с возрастом такого нет уже. Поддержим! Мария Неустроева! Браво! Мария, вопрос, такой на зацепку. Получается, сколько у вас внуков? 11 внуков. 11 внуков. Правнуков 3. Правнуков 3. Ага, 4 детей. Обалдеть. Аплодисменты еще раз Марии Неустроевой! Я
Очень трудно бегаю на вираж. Вот только отталкиваю только одной ногой. Не привыкла. Только прямой хочу бегать. Прямой идти вперед, вперед, вперед. Номера восьмерка у нас и семерка. Да, аплодисменты, давайте поддержим. А то водоканал это первый раз, а так в таких вот гонках, да, соревновался. Два раза примерно. Никто не мешал бежать или как сложно было? Нет, было очень хорошо, так как тренировался этому всегда. Устали? Нет, Нет? могла еще 3 километра побежать. Как сегодня? Первый раз бежала. Хорошо. Что нужно, чтобы добраться до финиша? Выносилась цель в голове, чтобы пробежать до конца. От уровня подготовленности. Если ты слабо готов, то бежишь 3 километра. Если сильно готов, средне готов, 9 километров. Если ты уже себя считаешь более профессиональным, то можно 21 попробовать. В этом году у нас погода очень холодная. Утром минус 30 было, вот сейчас чуть-чуть потеплело. Поэтому вот, ну, вы сами видите, что народ радуется, веселятся. Вот, праздник весны, можно сказать. Ну, эстафету мы провели, с прошлого года проводим. Первый забег – это предприятие только, где работают, да, допустим. А второй вот клубные команды, типа, можно так сказать. Второй забег. Это Тим Жиркова. Вот сегодня выиграла команда Саханефтегазбыт. Он второй год подряд. Второе место занял Сбербанк. Третье место занял ВТБ. В прошлом году, если 4 предприятия участвовали, в этом году уже 6 команд. Я думаю, что каждым годом это будет интереснее, люди будут переходить, болеть. И я думаю, что каждый год будем бегать и улучшать свои результаты, нормативы. В этом году у нас будет спартакиада Манчары. Это у нас свои Олимпийские игры. Поэтому каждый улус, каждый этот готовит свою команду. И вот все вот эти старты им дают стимул, подготовку, кто как готов. И все узнают свою готовность. Есть же у каждого, так скажем, спортивного праздника. Почему мы выбрали именно вот ледовый забег? Во-первых, у нас день рождения 27 марта. Во-вторых, лед, снег, вода – это все, что связано с водоканалом. Девизом может быть вот, свежий воздух, лед, вода – наши лучшие друзья. Сегодняшний день принесет массу удовольствия. У нас слот состоит не из спортивных там футболок и так далее. У нас, вы все уже знаете, слот состоит в виде солдатского вещмешка с сухим пайком. И причем все это предоставлено нашими местными товаропроизводителями, сделано в Якутии.